Сильные духом, люди с ограниченными возможностями здоровья соревнуются и проверяют командный дух. А ты сможешь помочь? В Сибае продолжаются акции, посвященные Всемирному дню памяти жертв дорожно-транспортных происшествий. День матери. Самый нежный праздник начали отмечать сибайские мамы. Новости снова в эфире. В студии Милиш Бердин. Здравствуйте. В последнее воскресенье ноября в России отмечают особый праздник – День матери. К этой дате никто не может остаться равнодушным, ведь сколько бы нам ни было лет, 5 или 50, нам всегда нужна мама, нужны ее любовь, ласка, внимание и совет. О том, как прошло традиционное мероприятие в честь всех матерей города, смотрите в нашем следующем сюжете. Доброе, любящее сердце матери. Вот где неиссякаемый источник сострадания, заботы, обожания, нежности, теплоты, жизни. Традиционно на пороге зимы отмечают один из самых теплых и добрых праздников – День матери. Торжественное мероприятие, посвященное этой дате, прошло в Башкирском театре имени Арслана Мубарякова. Открывая праздник, всех собравшихся в этот день в зале поздравил глава администрации города Рустем Авзалов. Выражаю глубочайшие чувства уважения к вам и поздравляю вас с замечательным праздником Днем матери. Материнство, оно неразрывно связано с понятием «семья». Город – наш дом, а в нем мы одна большая дружная семья. Цветы в этот день получила и мама главы администрации, почетный гражданин города Сибай Рима Шарифьяновна Авзалова. Дорогие мамы, вас еще раз поздравляю с этим прекрасным праздником. Желаем вам счастливой жизни. Отдельно Рустем Ахмедкаримович отметил семьи, в которых совсем недавно появились малыши, и мам, которые в этом году стали счастливыми родителями близнецов и двойняшек. Праздник понравился, до слез понравился. Очень приятно, что пригласили. Ребятишки у меня уже вторые, у меня первый сын, еще вот двоих родила, мальчика и девочку. Совершенно друг на друга не похожие, тяжелее, чем с одним ребенком, конечно. Ну, спасибо маме, папе, моему старшему сыну спасибо. Помощников много, помогает. Одна бы я, наверное, тяжелее было бы гораздо. Вот. Ребятишки растут, 5 месяцев сейчас ему уже. Девочку я назвала Кира, мальчика Максима назвала. Уже руки понимают, оба уже на руки залазят. Так им интереснее жить на руках. У нас 1 июня, День защиты детей, родились вот двойняшками. У нас уже с папой есть мальчик и девочка. Мы решили родить нам 3-го ребенка. Уже возраст этих детей довольно-таки большой. Вот, оказалось, что у нас 2, тоже мальчик и девочка. Сейчас им уже 5 месяцев, растут, довольно-таки активные, веселые. И мы даже не представляем жизнь теперь без них, потому что это стало нашей частью. Старшие дети, бабушки, да и бабушки помолодели, старшие дети помогают с удовольствием. То есть это такая большая дружная семья сейчас у нас. Всех собравшихся гостей на праздничной сцене порадовали вокальные и хореографические коллективы города. Но самые громкие аплодисменты звучали в адрес малышей. Ирина Рибуркина, Алик Кадыров, Любовь Карпова, телекомпания СТВ. Правовая тактика специальная, физическая и огневая подготовки. Специалист службы судебных приставов обязан владеть всеми перечисленными навыками. Профпригодность специалистов данного ведомства проверяется ежегодно. Накануне представители местных служб судебных приставов в очередной раз показали высокий уровень своей подготовленности. Ринат Музафаров продолжит тему. Работа специалистов службы судебных приставов сопряжена с особым риском и предполагает подготовленность к решительным действиям в условиях, связанных с применением физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия. Накануне в нашем городе состоялся комплексный зачет, в ходе которого проверку базовых знаний и оперативных навыков прошли представители судебных органов разных районов Башкортостана. Участвуют судебные приставы как Сибайского городского отдела, так и близлежащих районных, межрайонных отделов судебных приставов. Всего 5 таких отделов присутствует, ну, скажем, юго-восточная зона. Значит, комплексный зачет проходит на проверку судебных приставов ОПТС на пригодность к действиям в условиях, связанных с применением физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия. Комплексный зачет по итогам года
Вообще он проходит у нас сейчас со всеми судебными приставами по ПДС республики, но вот в данный момент именно юго-восточная зона. Подтверждать квалификацию представителям исполнительной власти предстояло по профилям правовая, тактика специальная, физическая и огневая подготовка. В рамках последнего испытания судебным приставам предстояло продемонстрировать навык владения огнестрельным оружием на рубеже 25 метров с применением пистолета Макарова и дистанции в 100 метров при стрельбе с АК-74У. Как отмечает руководство ведомства, судебная практика насчитывает немало прецедентов, когда приставам приходится на деле применять свои умения. Вот, к примеру, по итогам 10 месяцев в зданиях судов, местах совершения исполнительных действий судебными приставами выявлено более 4000 административных правонарушений. То есть в отношении нарушителей были составлены протоколы, в ряде случаев они передавались в органы внутренних дел. Если брать непосредственно с применением физической силы, специальных средств, то на сегодняшний день уже 18 таких случаев, когда именно оказывалось физическое воспрепятствование действий судебным приставом, и судебным приставам приходилось применять и физическую силу, и наручники, и, скажем так, и даже электрошоковое устройство. Подготовка к годовому зачету стартует заблаговременно. Совокупные результаты свидетельствуют о наличии участников необходимого уровня профессиональной подготовки. Ринат Музафаров, Али Кадыров, Гульгина Расхидина, телекомпания СТВ. В 2015 году стартовала межведомственная региональная программа «Спортивно-оздоровительный проект «Здоровое поколение. Сильный регион». По поручению президента Рустема Хамитова он охватит общеобразовательные учреждения муниципальных районов и городских округов республики. В нашем городе участие в программе приняли пока 2 городские школы. Все подробности далее. Более 2 лет Башкортостан выступает экспериментальной площадкой по реализации спортивно-оздоровительного проекта «Здоровое поколение. Сильный регион», который еще не имеет аналогов в России. Программа направлена на раннее выявление спортивно одаренных детей, закрепление основ здорового образа жизни, формирование городского спортивного резерва. Участие могут принять абсолютно все возрастные группы учащихся школ и интернатов. В период прошедшего учебного года участниками проекта стали 33 общеобразовательные организации из 18 муниципальных районов и городских округов. Для многих районов республики этот проект стал толчком в развитии сетей кружков и секций оздоровительной спортивной направленности. Валеологическое воспитание и внедрение олимпийского образования в учебный процесс затребовали реконструкции школьных спортзалов и даже городских площадок. В этом году при поддержке администрации в Сибае включились в региональную программу 1-я и 8-я школы. Мы съездили с классным руководителем 1-й школы на совещание в Министерство спорта и молодежной политики, и многие регионы, у них была проблема, то, что не предоставляют залы, не предоставляют бассейны. У нас в городе как-то все это получилось слаженно, быстро, оперативно. Мы начали занятия уже с 10 сентября. В нашем городе стартовал только 1-й этап проекта для учащихся начальных классов согласно официальному положению. Детей знакомят с общими понятиями здоровья, сбережения, физической культуры и основами гигиены. Программа интегрируется с образовательным процессом, но в нашем городе проект реализуют в рамках дополнительного образования в виде добровольных посещений занятий в детской спортивной школе и в бассейне. Стоит отметить, что уроки на воде уже дают первые результаты. Показатели здоровья учеников младших классов, которые задействованы в столь полезном эксперименте, значительно возросли. Дети с удовольствием учатся задерживать дыхание, нырять и держаться на воде. Они делятся таким ощущением, что они приходят в школу, у них, конечно же, первый вопрос: а занятие спортом будет? Вот, у них это как бы стоит, даже им очень интересно, они ждут этих занятий и не отказываются от них. Идут с удовольствием. По программе предусмотрено, вот мы уже в пятницу 2 первых класса сдали первые нормативы ГТО. Теперь мы их будем сдавать еще в январе и в конце учебного года. Также эта программа идет же при поддержке Министерства здравоохранения, то есть наши дети будут находиться под наблюдением, 2 раза в год у них будет медицинский осмотр. 2-й и 3-й этапы программы включают в себя узкую спортивную специализацию учеников старших и средних классов, подготовку к службе в армии, а также работу с совершенствованием спортивного мастерства. Для этого в школах будут формировать спортклассы и снабжать нужным инвентарем и методическими материалами. Проект «Здоровое поколение. Сильный регион» реализуется вплоть до 2027 года, который охватит несовершеннолетних граждан всех медицинских групп здоровья, а также детей с ограниченными возможностями. Екатерина Марочкина, Радмир Сингулов, Гульгина Раскильдина, телекомпания СТВ.
В республике продолжаются мероприятия в рамках профилактической акции «А ты сможешь помочь?», приуроченной ко Всемирному дню памяти жертв дорожно-транспортных происшествий. На днях студенты Сибайского медицинского колледжа провели выездной ликбез для водителей городских и междугородних автобусов. Основанием для проведения подобных мероприятий с водителями маршрутных автобусов послужила печальная статистика дорожно-транспортных происшествий в республике. Практически ежедневно на дорогах региона происходят ДТП, в которых гибнут или получают серьезные травмы люди. Став невольным свидетелем происшествия, оказывать первую помощь является обязанностью не только других участников движения, а любого человека, который присутствует на месте чрезвычайного происшествия. Часто аварийные ситуации случаются далеко от населенного пункта, и человек должен знать, что ему делать, как оказать необходимую помощь пострадавшему, при этом не навредив ему. От оперативности оказываемой помощи может зависеть жизнь людей. Студенты медицинского колледжа не только рассказали водителям, что делать в такой ситуации, но и на практике показали, как оказать первую доврачебную помощь пострадавшему в ДТП, получившему различные раны, ушибы, вывихи, переломы или кровотечения. В реальности большинство участников дорожного движения на наших дорогах либо не знают, либо не готовы прийти на помощь. Каждый из нас должен знать, как правильно пользоваться огнетушителем и спасать людей. Именно оказанная своевременно и грамотно первая помощь может спасти человека, отметил инспектор по пропаганде дорожного движения Альберт Атикаев. До 1 декабря физическим лицам необходимо платить 3 налога – транспортный, земельный и налог на имущество. Как отмечают в ведомстве, в случае неуплаты установленного налога плательщику будет направлено требование об уплате с начислением пени. Об этом в интервью ведущего специалиста, эксперта межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России по Республике Башкортостан в городе Сибай Рамиля Магафурова. Уважаемые налогоплательщики, хотелось бы напомнить о сроках уплаты имущественных налогов физических лиц, а именно это транспортный налог, налог на имущество и земельный налог. Срок уплаты наступает 1 декабря 2017 года за 2016 год. Те налогоплательщики, которые не получили данное уведомление, могут обратиться в налоговую инспекцию с 9 утра до 8 вечера по будням каждый день. В субботу с 10 утра до 3 часов дня, без обеда, без перерыва. Также у нас организован прием в многофункциональном центре, это по Горького 74К, по получению уведомления. Также можно будет получить налоговое уведомление в субботу также с 10 утра до 3 часов дня в торговом центре Зауралье. Те налогоплательщики, которые зарегистрированы в личном кабинете налогоплательщика и являются пользователями данного сервиса, налоговое уведомление не получают на бумажном виде, они получают его непосредственно в свой личный кабинет. Если у вас по каким-либо причинам не получается зайти в свой личный кабинет, можно будет обратиться в налоговую инспекцию для получения самого уведомления или же для восстановления данного пароля. Уважаемые налогоплательщики, исполняйте свои конституционные обязанности по уплате имущественных налогов до 1 декабря 2017 года. О чем поет душа знаменитых шансонье Сибая? Экватор рабочей недели был украшен открытием первого городского фестиваля шансона «Постой, душа». Его инициатором выступил депутат и общественный деятель Виктор Тюрин. На вечере жанровой песни побывала и наша съемочная группа. Насколько богат талантами Сибай, можно убедиться на концертах, которыми так насыщена культурная жизнь города. На этой неделе в зале Дома молодежи собралась разновозрастная аудитория, которую объединил интерес к жанровой музыке. Первый фестиваль шансона представил сибайскому зрителю в большинстве исполнителей городского романса. Самая юная участница Анна Гаврилова открыла фестиваль нежной композиции. Все, что мы можем с тобой, дотянуться, доплыть домой и написать имена, иероглифы на волне. Вниз по реке, вниз по реке. Главное понятно нам уже без слов. Бытует мнение, что русский шансон построен на блатной лирике, грубости и носит исключительно описательно-криминальный характер. Однако настоящие ценители с этим не согласны. Современный шансон – это синтез чувственной музыки и не менее глубокого текста. Любовь, свобода, дружба и честность перед собой – все эти темы раскрываются в произведениях жанра. Примером тому было выступление Забира Бикбулатова, покорившего аудиторию исполнением нетленных произведений Михаила Танича. На пруду качает павшую звезду.
тебя я приведу. Настоящим открытием фестиваля стал первый опыт Игоря Марковского, подполковника полиции в отставке, выступившего в амплуа шансонье. Одной тобою я живу, одной тобою я дышу, и не во сне, а наяву твою ладони свои держу. Одной тобою я живу. Томные женские голоса и характерное для жанра мужское исполнение шедевров шансона погрузили публику в ностальгию. Люди в унисон вторили словам известных песен. Стоит отметить также еще один молодой дебют вечера – Анна Гордеева, сорвавшая бурные овации зрителей. Где ты сейчас, мой далекий, незримый, как безымянная в небе звезда? Где ты сейчас, мой любимый, любимый? Вспомни меня и забудь, как тогда. Екатерина Марочкина, Радмир Сингулов, Гульгина Раскильдина, телекомпания СТВ. Сильные духом. Мероприятие под таким названием прошло на днях в физкультурно-оздоровительном комплексе «Беркут». Люди с ограниченными возможностями здоровья соревновались в ловкости, силе и проверяли свой командный дух. Подробности далее. Традиционно в преддверии Всемирного дня инвалидов Юго-Восточный межрайонный центр социальной помощи семье и детям проводит различные мероприятия. Этот год не стал исключением. В физкультурно-оздоровительном комплексе «Беркут» прошло спортивное мероприятие «Сильные духом». В рамках данного мероприятия также было организовано чаепитие и ярмарка социальных услуг населению, с целью того, чтобы люди могли подойти, например, пообщаться, может быть, кого-то какие-то вопросы интересуют, получить на них соответствующие ответы. На сегодняшнем мероприятии у нас участвует 5 команд. Это команда Хайбулинского района, команда города Баймака и также наши 3 общества. Это общество слепых, общество глухих и общество инвалидов. В общем, на сегодняшнем мероприятии 5 команд. В организованной ярмарке социальных услуг населению граждане с ограниченными возможностями здоровья могли в одном месте получить консультацию различных специалистов. В частности, у юрист-консульта Межрайонного центра социальной помощи семье и детям, заведующий сектором филиала Республиканского центра социальной поддержки населения. Кроме того, ведущий специалист по вопросам трудоустройства Межрайонного центра занятости населения проинформировала о ситуации на рынке труда и имеющихся вакансиях для людей с ограниченными возможностями здоровья. Участники соревновались не только в командном, но и в личном зачете по дартсу, настольному теннису, пауэрлифтингу, броску мяча в кольцо и армспорту. По результатам соревнований Кубок победителя увезла с собой команда из Хайбулинского района. Все участники получили дипломы и памятные подарки от спонсоров мероприятия. Ирина Рибуркина, Алик Кадыров, Гульгина Раскильдина, телекомпания СТВ. И это все на сегодняшний день. Я с вами прощаюсь. Берегите себя и будьте здоровы.